В 2020 году при активной работе правительства республики решен стратегически важный вопрос о расширении арктической зоны в Республике Коми путем включения в ее состав Инты, Усинска и Усть-Илимского района. Вы знаете, что стратегией развития арктической зоны Российской Федерации предусмотрен ряд перспективных направлений развития экономики для арктических предприятий республики. Не буду подробно останавливаться на федеральных, региональных и местных налоговых льготах, предусмотренных у нас для резидентов арктической зоны. Об этом, если нужно, Эльмира Ахтямовна подробно расскажет. Скажу лишь, что создание для крупного, среднего и малого бизнеса условия должны стать новым импульсом развития перечисленных территорий Воркуты, Инты, Усинска и Усть-Илимы. Инвестиции в эти территории позволят расширить действующие и создать новые производственные площадки, обеспечить создание новых рабочих мест, замедлить миграционный отток населения, что в свою очередь благоприятно повлияет на развитие социальной сферы и повышение качества жизни граждан. Напомню, что 25 декабря 2020 года соглашением, заключенным между Министерством по развитию Дальнего Востока, Арктики и правительством Республики Коми, функции управляющей компании в Арктике переданы автономной некоммерческой организации Республики Коми «Центр развития предпринимательства». На сегодняшний день на инвестиционном портале Арктической зоны Российской Федерации зарегистрировано 25 проектов в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, переработка, транспорт, сельское хозяйство, социальная сфера с общим объемом заявленных инвестиций 4 миллиарда 347 миллионов рублей. И что позволит создать в плане 567 новых рабочих мест. Заключены 2 соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности на территории Арктической зоны Российской Федерации, ООО «Завод карбидов ферросплавов» в Инте и ООО «Арктика-2020» в Усинске. Объем заявленных инвестиций 531,5 миллионов рублей, количество новых рабочих мест до 75. Одобрено заключение 2 соглашений, это ЗАО «Северная территория» в Воркуте и ООО «Шарк» в Усинске, объем заявленных инвестиций 806,9 миллионов рублей, количество создаваемых мест до 113. Отдельно хотел бы отметить, что межведомственная группа под руководством Минэкономразвития Республики сейчас работает над созданием в Воркуте арктического медицинского кластера, призванного на базе многолетних научных и эпидемиологических исследований процессов жизнедеятельности и адаптации коренного и приезжего населения к предельным условиям Арктики и высоких северных широт, накопленных Институтом физиологии ФИЦ Коми научного центра Уральского отделения РАН, обеспечить практическое внедрение разработок по увеличению продолжительности жизни, поддержанию здоровья и активного долголетия человека. Одновременно с этим Минздравом Республики прорабатывается концепция создания на базе арктического медицинского кластера в Воркуте федерального научно-образовательного центра «Человек как единая экосистема». Планируя развитие городского округа Воркута, не следует забывать, что его территория находится в пределах перспективных для поиска углеводородного сырья нефтегазоносных районов Косюроговский и Каратихинский, это Воркутинского поперечного поднятия гряды Чернышова и западного склона Урала. Учитывая мировые тренды по переходу к цифровому месторождению с активным внедрением высокопроизводительных вычислений в нефтегазовой отрасли, предполагающих единое хранилище и унифицированную систему сбора, хранения больших объемов данных, в настоящее время рассматриваем потенциал развертывания на территории Воркуты одного из арктических центров обработки данных, в том числе в интересах нефтегазовой отрасли, а также
для хранения редко обращающихся резервных данных Минобороны России, Минздрава России и Минкульта России.